Не остаться в стороне от финансовых потоков. Для предпринимателей прошел семинар по участию в госзакупках. Налоги необходимо уплатить до 1 декабря. В ближайшее время налоговая начнет рассылку уведомлений. Молодежь Сибая за здоровый образ жизни. Горожане отметили Всероссийский день трезвости. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Диана Кириллова. Здравствуйте. В Башкортостане продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Предприниматель года-2017». Он проводится с 2005 года, и интерес к нему достаточно высок. Заявки поступают из разных городов и районов республики. В нынешнем году срок приема документов для удобства конкурсантов увеличен на 2 недели и завершится 15 сентября, после чего комиссия приступит к рассмотрению и анализу поступивших материалов. Звание «Предприниматель года-2017» будет присуждаться субъектам малого и среднего предпринимательства за выдающиеся достижения в развитии собственного бизнеса. Хорошим подспорьем в этом направлении может стать участие предпринимателей в государственных и муниципальных закупках. Подобная практика начала реализовываться на территории России с 2014 года, после вступления в силу федерального закона номер 44 о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Но у многих предпринимателей этот закон до сих пор вызывает определенные вопросы. Ответы они смогли получить на днях в рамках прошедшего в территориальном бизнес-центре специального семинара. Семинар на тему участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках состоялся на базе территориального бизнес-инкубатора «Деловой мир Зауралья». Соорганизатором выступил Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. Основным предметом обсуждения стал федеральный закон номер 44, который и регулирует участие предпринимателей в различных тендерах. Если мы, конечно же, в экономической политике ставку делаем все-таки на развитие предпринимательства и для того, чтобы оно очень эффективно развивалось и, самое главное, взаимодействовало с государственными структурами, то данный закон, я считаю, очень необходим. Потому что, во-первых, этот закон позволяет предпринимателям находиться в курсе событий, развиваться совместно с государственными структурами. И самое главное, что предприниматели, оказывая услуги государству, все-таки и в результате этого получают и доход. В качестве спикеров на семинар были приглашены специалист-практик в сфере государственных и муниципальных закупок Сергей Бобов, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Тамира Сервис» Гузель Мухамедьянова, специалист-практик общества с ограниченной ответственностью «Альянс» Ильгиз Тагиров. Выступающие отметили, что в государстве существуют 4 основные системы. Предприниматели хорошо знакомы с налоговой, бюджетной и банковской системами, но вот о контрактной системе закупок большинство бизнесменов имеют весьма смутное представление. Цель нашего сегодняшнего мероприятия как раз усилить позиции субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в системе госзакупок. Повысить уровень их знаний, чтобы они очень хорошо ориентировались в разных способах закупок, знали о преимуществах и недостатках той или иной процедуры. Закон был принят 5 апреля 2013 года и с 2014 года работает на всей территории Российской Федерации. Через систему госзакупок у нас ежегодно на уровне Российской Федерации проходят колоссальные денежные средства, порядка 8 триллионов рублей. Как вы сами понимаете, отсутствие информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности стать поставщиком государства – это серьезный минус в их конкурентных позициях на том или ином рынке. Как уже было сказано, через государственные и муниципальные закупки ежегодно проходят большие денежные средства. Чтобы не оставаться в стороне от этих финансовых потоков, предпринимателям необходимо постоянно держать руку на пульсе, изучать законы, их сильные и слабые стороны. Для мониторинга ситуации в администрации Сибая действует отдел по муниципальным закупкам и развитию муниципальных услуг, который следит за тем, какой объем закупок приходится на долю субъектов малого и среднего предпринимательства. Конечно, частным предпринимателям
предпринимателям при участии в тендерах нелегко конкурировать с крупными корпорациями. Возникают вопросы сроков, качества и цены. Но все это позволяет малому бизнесу делать большой скачок в своем развитии. У нас проработана обширная программа, именно работа с субъектами малого и среднего предпринимательства Башкирского Зауралья, так как у нас территориальный бизнес-инкубатор создан для наших предпринимателей, не только города, но а также Зауралья в целом. Исходя из этого, ближайшее мероприятие, это 28-29 сентября, это на базе Павловского парка, это у нас пройдет бизнес-лагерь в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Как раз за счет государства 2 дня наши предприниматели будут активно продвигать свои идеи, и плюс там будут тренинги московских бизнес-тренеров, а также наших республиканских. Для повышения грамотности и информированности предпринимателей семинары с приглашением различных специалистов на базе бизнес-инкубатора проводятся постоянно. Здесь же можно узнать информацию о всех действующих на данный момент финансовых инструментах поддержки малого и среднего бизнеса. Лиана Кириллова, Рустам Имангулов, Любовь Карпова для службы новостей. В Башкортостане служба приставов вернула в казну более 1 000 000 рублей долгов по налогам. Указанная сумма – только те средства, которые прошли через депозиты отделов службы, поясняют в ведомстве. И отмечают, взыскание задолженности по налоговым обязательствам относится к наиболее сложной категории производств, так как определенная часть предприятий и граждан-должников признаны неплатежеспособными. Чтобы не иметь проблем с законом, сотрудники налоговой рекомендуют заблаговременно интересоваться о наличии или отсутствии задолженности по налогам. Уважаемые налогоплательщики, узнать о наличии или отсутствии задолженности и получить квитанцию на оплату имущественных налогов можно будет непосредственно во всех филиалах многофункциональных центров. Новая государственная услуга прием заявлений и выдача платежных документов на уплату задолженности по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу от физических лиц представляется всем гражданам в режиме реального времени при посещении филиалов МФЦ. Физическим лицам для получения информации о наличии или отсутствии задолженности потребуется документ, удостоверяющий личность, или же нотариальная доверенность для представителя заявителя. Налогоплательщикам, имеющим задолженность по транспортному налогу, налогу на имущество или земельному налогу, будет представлена квитанция с суммой задолженности и пений. Произвести оплату по данной квитанции можно будет во всех отделениях банка. Также своевременно уплаченные гражданами налоги являются основой благополучия и финансовой стабильности государства. Накануне 11 сентября в нашей стране отмечался Всероссийский день трезвости, который впервые был проведен по инициативе священнослужителей в 1913 году. В честь этой даты на центральной площади Зисибая состоялся День здоровья и прошла акция «Здравствуй, студент». Евдокия Титаренко далее. Один из самых волнительных и интереснейших периодов жизни всегда принято относить к студенчеству. Это первая школа взрослой самостоятельной жизни, пугающая своей новизной и ответственностью. Многие парни и девушки в это время, так сказать, вылетают из родительского гнезда и, зачастую ощутив свободу, могут позволить себе авантюры и развлечения сомнительного характера, такие как алкоголизм, табакокурение и так далее. Потому с целью предупреждения подобных инцидентов на мероприятии, посвященном Всемирному дню трезвости и акции «Здравствуй, студент», новоиспеченным учащимся было представлено множество разнообразных полезных альтернатив свободного времяпрепровождения, таких как спортивные секции, творческие кружки и другие объединения, действующие в учебных заведениях нашего города. Сегодня, в день, посвященный трезвости и знакомству с студентами-первокурсниками нашего города, объединение детских, подростковых и молодежных клубов «Ровесник» является соорганизатором сегодняшнего мероприятия. Выведем свои коллективы, поскольку тоже работаем с молодежью абсолютно в разных направлениях. У нас восточные единоборства, у нас танцы, у нас клуб японской культуры, чего только нет на самом деле. И познакомим студентов с тем, чем можно у нас заняться, и будем очень рады, конечно, их увидеть в своих стенах. По словам экспертов, мнение, которое сложилось за рубежом о том, что россияне потребляют алкоголь в безмерных количествах, мифологизировано и часто преувеличивается. Однако стоит признать, что алкоголизм остается одной из серьезнейших проблем в нашей стране. Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, границей потребления спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление в количестве 8 литров на человека в год.
Интересно, что в 1913 году, когда впервые был проведен День трезвости, количество алкоголя на душу населения составляло лишь 4,5 литра в год. По данным Минздрава, с 2010 года по 2017 год потребление спирта на человека уменьшилось в нашей стране с 18 до 10 литров в год. Однако, несмотря на неутешительные статистические цифры, практика показывает, что на сегодняшний день все чаще молодые люди интересуются здоровым образом жизни. Алкоголь – это наша всеобщая проблема, всероссийская беда, даже всемирная, я бы сказал, поэтому надо с нею бороться. И сегодня вся молодежь страны, отмечая этот данный Всероссийский день трезвости, вышла, чтобы сказать свое слово «нет» этим психологически активным веществам, алкоголю, табаку, всему, наркотикам. Сегодня день трезвости. Сегодня к нашему мероприятию присоединились все среднеспециальные учебные заведения города, институт, учреждения культуры, спорта. Мы знакомим наших первошей, первокурсников нашего города с тем замечательными учреждениями, которые в городе у нас функционируют, учреждениями спорта, то есть везде, где можно вотворить себя, потратить свою энергию в нужное русло, направить, а не отравлять ее разными напитками и алкоголем. Я думаю, что выпивать это вредно, очень вредно, и пустая трата времени и денег. Но я думаю, что наша молодежь уже больше подтягивает себя к спорту, чем к алкоголизму. И я сам занимаюсь музыкой. Посвятить свои лучшие молодые годы развитию творчества и здоровью – это выбор каждого молодого человека. Во Всероссийский день трезвости студенты Сибая на центральной городской площади скандировали веселые кричалки в поддержку трезвости. Организаторы надеются, что подобные акции благотворно будут влиять на сознательность юных граждан и сторонников здорового образа жизни среди молодежи станет еще больше. Евдокия Титаренко, Радмир Исенглов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск детских новостей на башкирском языке. Оставайтесь с нами.